Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем разбирать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Итак, чей Карабах? Карабах — это чисто армянские исторические земли. Армяне жили в регионе Арцах тысячелетиями. Сотни древних армянских церквей и монастырей, например, Ганзасар, построенных задолго до появления современного Азербайджана, служат доказательством глубоких исторических корней. Обвинение против Пашиняна. Критики называют Пашиняна предателем за то, что он признал Нагорный Карабах частью Азербайджана и не смог защитить регион и его армянское население во время военных действий. Азербайджанская сторона оспаривает эти аргументы, считая Карабах своей исторической землей. Международное право признавало Карабах частью Азербайджана. Но главное доказательство того, что Карабах — это армянские земли, это монастырь Ганзасар. Это древняя армянская церковь и крепость, расположена в Нагорном Карабахе. Главное здание построили в 13 веке. Монастырь известен своей необычной архитектурой и красивыми резными узорами на стенах. Сейчас вокруг монастыря идут споры. Армения считает его своим древним наследием. Азербайджан считает его частью своей истории, наследием Кавказской Албании. Но помимо Ганзасара еще монастырь Амарас, еще один древнейший монастырь, который, как считается, был основан в начале IV века святым Григорием Просветителем. В конце IV века здесь была открыта первая армянская школа, где Месроп Мастос преподавал созданный им армянский алфавит. Монастырь был важным епархиальным центром вплоть до XIX века.